Горская республика, 105-летие с образования, которое мы сегодня здесь отмечаем в форме такого мероприятия, явилась формой реализации народами Северного Кавказа, Дагестана своего неотъемлемого права на самоопределение. Формой, которая привела к государственному образованию. Это государственное образование было признано 10 государствами, в том числе Османской Турцией, Украинской Народной Республикой и другими европейскими государствами. В тот период очень многие народы на период распада Российской империи пытались самостоятельно строить свое будущее. Всем представлялось, что с распадом империи предоставились реальные шансы, чтобы на своей земле строить ту жизнь, которая соответствует обычаям, представлениям, культуре, истории этих людей. Так попытались и крымские татары. В 1917 году на Курултае, который был собран в Бахчисарае, была провозглашена Крымская Народная Республика. По известным нам обстоятельствам чаяния многих народов не оправдались. Не оправдались, потому что имперская сила на этапе трансформации вот из одного состояния в другое, она оказалась разрушительной и не позволила народам строить свои независимые государства. Это как бы все остается в истории, но из этой истории нам необходимо сегодня взять именно те уроки, которые соответствуют тому, что нас окружает, с нами происходит, и в событиях, в которых мы принимаем участие. Многое говорится о том, как должна завершиться российско-украинская война. Никто не спорит о том, что Украина восстановит свою территориальную целостность, все оккупированные территории, и на них будет восстановлен государственный суверенитет Украины. В этом уже ни у кого нет сомнений, и здесь уже не должно быть беспокойств ни у кого, кроме того, что все это требует дальнейшей мобилизации всех сил, и в первую очередь укрепления и поддержки вооруженных сил Украины. Все это будет достигаться, к сожалению, еще очень чувствительными жертвами, но это будет. А что дальше? Я знаю, что когда мы вступаем вот в эту часть наших рассуждений, эта тема становится контроверсийной. Она очень чувствительна для наших коллег, которые непосредственно себя чувствуют ответственными за то, что происходит в России. Они пытаются максимально противодействовать путинскому режиму, но в то же время наше видение будущего могут быть очень отличительными и в какой-то мере даже отодвигать нас друг от друга. Опыт 100-105-летней давности говорит о том, что нельзя России позволять трансформироваться в нечто иное, которое потом может вызывать новые угрозы по отношению к нам, крымским татарам, украинцам, народам Кавказа,
Центральной Азии, Балтийским странам, несмотря на то, что они сегодня являются абсолютно независимыми от Москвы. Нельзя Москве сегодня позволить создавать такие условия, которые позволят ей через определенное время выдвигать новые и новые требования и условия к своим соседям. Вот это та часть наших рассуждений, которая после некоторого периода обсуждений должна превратиться в некий план. Мне, как историку, как действующему политику, представляется, что чаяния народов России, современной России, они обязательно должны быть учтены вот на том этапе, который я называю оформление завершения российско-украинской войны. Должна быть выстроена новая конструкция международной безопасности, в которой очень четко должны быть предусмотрены механизмы, которые не позволят Москве в дальнейшем даже гипотетически думать о возможности реванша. Понятно, что в числе таких инструментов, механизмов, которые могут быть заложены, есть уже и известные по результатам Второй мировой войны процедуры, механизмы. Это и репарации, это наказание всех международных преступников, действующих политиков, деятелей России, которые совершали и совершают преступления на территории или против Украины, против других народов. Но, возможно, это будут какие-то ограничения в части некоторых институтов российского государства, но я сейчас скажу, как я вижу себе это государство. Но в то же время мне представляется, что вот в этом оформлении завершения войны должны быть закреплены гарантии тем народам, которые входят в территорию современной России, которые четко и однозначно не только заявляют о своем стремлении к самоопределению в форме независимого государства, но которые и предпринимают все усилия для того, чтобы этой независимости достичь. Я отдаю себе отчет, что усилия и возможности порабощенных народов современной России, они очень разные, потенциал очень разный. И, соответственно, здесь мы можем и должны говорить о взаимодействии народов России для того, чтобы на этапе оформления результатов российско-украинской войны, чтобы здесь максимально учесть интересы и права всех народов, чьи национальные движения целеустремленно направлены на достижение этой цели. Вот эти сюжеты, как мне представляется, являются очень важными с точки зрения нашего сегодняшнего обращения к истории и опыту Горской Республики. Тот результат, который был на том этапе, при всем том, что он завершился поражением народов, образовавших Горскую Республику, в тот период, в той истории, этот опыт нам должен очень четко дать формы нашего поведения сегодня. Соответственно, в завершение хочу сказать, что для Украины, для государства, которое стало объектом агрессии
21 столетии со стороны России для Украины, которая подверглась колоссальным разрушениям инфраструктуры, городов, десятки тысяч человеческих жизней. Для нас в такой же мере очень важным должно быть оформление результатов этой войны в форме, полностью соответствующей устремлениям порабощенных народов России. Мы, как государство, на этапе выработки окончательного документа, закрепляющего результаты войны, должны быть одним из наиболее настойчивых проводников идеи поддержки права народов России на самоопределение в форме независимых государств. Для украинского государства, как мне представляется, такая позиция и будет означать возможность выстроить механизмы, которые бы в будущем исключили бы возможность повторных угроз со стороны России по отношению к нашему государству, к украинской нации, Крыму и крымско-татарскому народу. Мы, крымские татары, как часть украинской политической нации, сегодня как никогда являемся для всего просвещенного мира примером того, как государство, не получающее должного отпора своей агрессии, может уничтожить целостный, уникальный народ, свести его на нет. То, что происходит сегодня с нами, начиная с 2014 года, с момента оккупации Крыма, это завершение того, что не смогла сделать Катерина II, потом Сталин, и Путин пришел снова по нашей душе. Мы не хотим новых Путинов. И вот этим я хочу закончить. Я тут обращаюсь к нашим соратникам, я так скажу, российским либералам. Когда говорите о своей позиции, это, безусловно, ваше право, обращаясь к лидерам Запада, с тем, что и Россия должна получить некие гарантии, а такие призывы раздаются все чаще и чаще. Это звучит так. Хорошо, что мир поддерживает Украину и ее борьбу за свою независимость. Хорошо, что Украина получает гарантии своего будущего. Но где, спрашивают наши коллеги, российские либералы, где, говорят они, гарантии для будущего России? Я лично бы в таких ситуациях бы отвечал: гарантии будущей России в свободе народов, которые силой включены в ее состав. Спасибо.